Эй, привет. Привет! Can you hear me? Yeah? Okay. Слушай, я, по-моему, напортачила, знаешь что? Я вышла не с того линка, который я вчера вот как бы зарезервировала, да, а с нового. Так? Ну, я не знаю, наверное. Я в тот пытался зайти, не получилось. Да, я тоже как-то понимаешь, мне все еще надо учиться. Век живи, век учись, говорит, дураком помрешь, так и есть. Но мы уже, нас видят или что? Да, 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 да. Муж мой видит. Can you see? Try it. Hurry up. Вот. Потому что, может быть, кто-то сидит, ту трансляцию ждет, она никак не начинается. Вот что Да. может быть. Ты знаешь что? Да, может быть, мне нужно будет это самое переслать, вот эту вот. Вижу одного человека, да, кто подсоединился. Это он подсоединился. Can you see? Как я могу это сделать? Открыла себя. Gigi Bella. Okay, very good. Thank you. Ты меня слышишь? Да, слышу. Так, слушай, ну вот. Так, share, copy link. Ты знаешь, я сейчас Висим. вот. Я просто Зависает что-то. нет, это не зависает. Я, знаешь, поставила на hold и Мгм. пошла в ВК, на русское это самое сайт и Понятно, понятно, и понятно. поставила линк. Может быть, я снова сейчас пойду и сделаю, и напишу, что мы в эфире. Подожди. Сейчас. Hello. Я пока один отдуваюсь. Жарко мне, стою на солнце, печет что-то сбоку. Напишите в комментариях кто-нибудь это. Меня видно, слышно? А то он hold, непонятно, что он hold. Вся трансляция на он hold или только Эльвира на он hold? Пришла. Значит так, нас уже 4 человека, и это замечательно. Hello, hello, everybody! Всем привет! Салам лиже, челам алейкум. Так, очень hello, Дима, видишь, тебе привет передают. Я вот когда он hold, меня люди видели, не видели или не видели? Вот интересно. Да? Всем привет, hello, Э, здрасте, да. да, напишите, пожалуйста, когда меня не было, когда Дима был один, видели его или не видели, или как это было. Даже можете написать по-английски, кстати говоря. Вот. Ой, 3 человека, 4 человека. Ну ладно. Да, А, слышно написано. да, да. Ну что, а, все, кто это самое, hello, Эльвира, hello, мистер О'Коннор, hello, hello. А, мы начинаем, значит, нашу прямую трансляцию с Димой. Дима у нас живет в Калифорнии, в городе в Лос-Анджелесе. Он туда Маингамак Мари Айдеме. Вот. Сейчас уже вообще-то очень
поздно в Мариэл и вообще в России по московскому времени уже 9 часов вечера. Вот. Кто-то, может быть, уже спать пошел, а кто-то вот до сих пор, если будут смотреть, то могут посмотреть в это, Записи. в записи, да-да-да. Вот. И кто не знает Диму, я скажу еще дополню, что Дима у нас не только он из Республики Мариэл, не только он живет в городе Лос-Анджелес, в штате Калифорния, он также первый человек, который а, в прошлом году, в 2023 году, который организовал праздник цветов. Это национальный праздник народа Мари, очень популярный в Республике Мариэл. И он организовал этот праздник, вот праздник цветов Пеледеш-Парем, именно вот в Калифорнии. Вот. Кроме того, я еще хочу сказать, что сегодня у Димы день рождения! Дима, мы тебя все поздравляем от всей Спасибо. души с днем рождения. Желаем тебе прежде всего здоровья, счастья семейного. Пусть у тебя все будет хорошо и в семье, и дома, и на работе, чтобы все, что у тебя в жизни задумано, все, что пусть все получается, пусть Господь Бог все тебе вот даст, все задуманное дает возможность исполнить. Вот. Спасибо, Тажали, спасибо. пиаланли, кужи маранли, юма таланети лашет Porsche калагдена пагалама да юрата байдемели. Вот. Happy birthday, we wish you all the best. May all your dreams come true. Вот так Thank you. вот. Спасибо. На, на, Сау. всех, на, всех, на всех языках я тебе сказала теперь. Вот. Так что с днем рождения. Всего Спасибо. хорошего тебе. Есть Спасибо. какие-то планы на сегодня, на завтра, на послезавтра по случаю дня Да рождения? никаких планов, никаких. С утра вот пробежался, Видишь, чтобы... тебе от подписчицы моей Джиджи Белла Happy Birthday, Дима, вон пишут тебе. Спасибо. Спасибо, Джиджи Белла. Да, и сердечки тебе вон шлют. Сердечки и лайки вон ставят, и ставят это самое, с днем рождения пишут. Так Спасибо. что, Спасибо. вот. Ну что, продолжим наши прошедшие эти... в прошлый раз, между прочим, да, мы с тобой не договорили об образовании детей, вот. И я не договорила о том, что вот заканчивая они школу, в общем-то, они выходят из школы уже как-то, может быть, не совсем, но все равно готовыми к жизни. Почему? Потому что, опять же, на основе своих вот собственных детей, на опыте своих детей я видела, чему их учат в школе. Они, когда закончили школу, high school, они уже научились вот в high school водить машину. То есть, а это очень много значит в Америке, потому что в Америке личный автотранспорт, он очень нужен. Вот. Потому что в больших городах, может быть, как вот Лос-Анджелес или же в Нью-Йорке, там все эти общественный транспорт, он развит. Вот. А как вот в нашем городе у нас тоже есть общественный транспорт в Таллахассе, но он не настолько развит, как, например, в Лос-Анджелесе или же там в Майами, или же там в Нью-Йорке. То есть личный автотранспорт, личная автомашина много значит, и поэтому вот заканчивая американскую школу, в основном они все или большинство из них уже умеют водить машину. Вот. Есть специальный человек и инструктор, который он этим занимается. Вот. Но я сама тоже их немножко учила, но мне и самой надо было учиться. Я только что сама получила права свои, и учить мне их было очень тяжело. Вот. Поэтому я сказала, я говорю, девочки, учитесь там у себя в школе, занимайтесь этим вождением. Но я боялась вообще-то за них. А второе, что я заметила, чему их учат, тоже очень нужно, это они учатся вот печатать. Понимаешь?
Они вот печатают, например, да, я пока найду, например, букву, это долго идет. Вот. Они уже печатают вот не глядя. Вот у них идет вот. Я даже не знаю, то сколько в минуту они букв, вообще знаков они печатают, но печатают очень быстро. И обе девочки, они научились вот печатать. То есть закончив школу, они уже, в принципе, знаешь, могут пойти на работу в качестве вот секретаря-референта. Уже готовые, потому что если, например, работать где-то у какого-нибудь адвоката, лоера, там же тоже приходится очень много печатать, вот. И вот это вот помогает им уже. И водителем могут работать сразу. Да, и водители могут работать, и то есть мне вот этот вот факт вот очень сильно, мне вот очень понравилось то, что, заканчивая школу, они практически уже как-то вот готовы к жизни. Если даже не полностью, но все равно очень много знают и очень много умеют. А это очень много значит, потому что они уже кстати говоря, в старших классах они уже у меня начали работать и зарабатывали деньги, между прочим. И старшая у меня то, что она зарабатывала, она все мне отдавала на utility payment. Utility payment — это по-русски, это что это будет? Ну, коммунальные услуги, Да, вот все, платежи. да, за коммунальные услуги полностью за платежи у меня старшая, в общем-то, платила. И это было, то есть как-то они уже готовы в жизни быть самостоятельными и не сидят, как говорится, у родителей на плечах. Вот. Как-то вот. Кстати, у нас действительно большая разница в том, чему учат детей в школе. Я вот тут Мгм, хотел было послать учебники американские в Россию, но они в чемодан не влезли, мгм, и я решил полистать, значит, что они ж там проходят, да? Ну, мгм, то есть, как бы там же ожидается, что там пропаганда ЛГБТ будет, все такое. Нет, я мгм, почитал, очень интересно, что они там изучают. Я, мгм, кстати, хотел сделать отдельный ролик о том, именно что вот полистать учебник вот этот вот и посмотреть, мгм, что же они там изучают. мгм. Я обязательно сделаю, потому что мне самому было очень интересно. Что же они там где же там ЛГБТ-то, где же там Но ненависть ко всему миру. я В общем, очень я интересно. да, потому что, понимаешь, что еще? Это ведь, как мы в прошлый раз с тобой говорили, программы бывают разные. Некоторые школы, они школа от школы отличается, район от района отличается, штат от штата отличается. Везде все вот, знаешь, по-своему. Вот. Понятно, И понятно. да, и, например, у нас так во Флориде, а, тоже я, например, у моих девчонок были друзья, которые ходили, в школы, которые были от церквей. Они как бы такие церковные, что ли, школы, но не совсем там. Ну, понятно, да. Да, и у них, конечно, такие школы, больше всего уделяют внимание вот именно ведь их вере, смотря какая это, или либо это христианская, либо это католическая, либо это там мусульманская школа, то есть все в зависимости от религии. Закон Божий проходить, Да, правильно? да, да, то есть вот. Поэтому насчет программы, да, то есть везде по-разному. И родителям можно самому или самой там выбрать то, что они пожелают для своих детей. Но я думаю, что базовые вещи все равно есть, как математика, чтобы они умели считать, правильно? Ну, конечно, как Читать, писать, география. умножать, да, Да, география, да, science, да. наука, то есть как это, Кс кстати физкультура. говоря кстати говоря, когда я делала видео про амишей, и еще кто еще? Амиши, who's the next? Amish and who?
Менониты, Менонайт. То есть вот амиши и менониты, у них есть тоже своя школа, и у них, кстати, в школах не забивают вот этот вот всем тем, что вот это вот public school учит. То есть это вот общественные такие школы учат, у них, естественно, свои программы, все, что вот им они считают нужным в жизни, это вот элементарное писать и считать, и вести какую-то бухгалтерию, вот это вот всё, потом они учат, Рожать. землеведение. Подожди ты. Земле землеведение, ам, то есть, как, выращивать, например, э, Картошку. картошку, да, как выращивать вообще, другие эти, овощи, как, например, ухаживать за коровой или же за теленком. В общем, все то, что нужно вот такой вот жизни, вот именно их, вот менониты и, амиши, они не забивают голову всем тем, что в школах, там, в Ну, остальных понятно. школах, Но да. они-то очень особенные товарищи, как бы. Да, но изучая их, то есть у меня же есть, я еще в начале своей ютубовской карьеры делала видео, и мне приходилось, между прочим, встречаться с таким человеком, с амишем. Он был из, так, какой же штат это был? Это был северный штат. Я забыла сейчас, я не помню, но тогда я даже не поняла, потому что человек скрыл от меня. Вот. Им с 18 до 21 года дается возможность идти в мир, Мгм. понимаешь? То есть они могут жить в миру, познав вот это вот разность, что какая жизнь, вот какая свобода, чем они могут пользоваться в миру. Узнав все это, в 21 год они обратно как бы приходят как бы в свое комьюнити, в свое общество менонитов, либо же амишей, и они решают либо, значит, оставаться, у себя, то есть на всю свою оставшуюся жизнь, либо уже уйти. Но если они уйдут, они не имеют права, в общем, обратно возвращаться. И вот этот вот, я говорю: "Как же так?" Ну, вот это вот, ну, для меня вот, да, ну, вот такие серьезные религиозные устои, от которых, в общем, ты не уйдешь. И мне было, в общем, очень тяжело понять, что, ам, что некоторым людям приходится вот разрывать отношения вот со своими родными. Вот с мамой, папой, родными братьями, сестрами, только потому, что вот они решили для себя, что им вот нравится вот такая вот жизнь в миру, то есть свобода, с айфоном, с телевизором, понимаешь, с другими какими-то, с другой технологией использовать, чему-то учиться, какому-то компьютеру, у них нет этого всего, то есть им нельзя, у них вот, ну, это по-нашему это староверы. Вот. Менониты, если имеют, могут они как бы использовать в сельском хозяйстве трактора и комбайны, машины, а у амишей все это более серьезнее. Они, а, в основном все они делают это вот ручной труд. Они дом строят, это вот руками строят. А, Вообще во всем, вот. Каждый с ума сходит, как хочет. Нет, это не с ума сходит, это, знаешь, это ты знаешь, мне кажется, такие люди по сравнению с нами, они в душе намного чище. Не знаю. Я Ну, сомневаюсь. я не могу сказать, что все, да, но, понимаешь, такая вот простая жизнь, в этом ничего плохого нет вообще-то. Но хотя, знаешь, чтобы быть хорошим человеком, не обязательно лишать себя вот всех, цивилизованных этих вот возможностей, знаешь.
Ну, конечно, конечно. Нет, я много слышал историй, что у них беззаконие, что у них насилие над женщинами, прав женщины не соблюдаются, все вот это. Элементарные, гигиенические средства даже современный мир, который может, они не могут себе позволить, потому что им запрещают там что-то там. Но Мне глу жалко. но глубоко я о них не знаю. Сверху вот мне то, что я смогла изучить о них, я изучила. Знаю о том, что они занимаются сельским хозяйством. Вот, их продукты, молоко, масло, сметана — это, знаете, почти, идентично тому качеству, к которому я, например, привыкла, живя со своими родителями в деревне у себя в республике Мариэл. Вот, сколько раз я делала вот это вот пироги, а, торковля, я покупала вот это вот, творог у Амишей. И по качеству это вот мне напомнило вот как раз вот, марийский творог. Ну, вот я, Э, допустим, домашнюю курицу есть очень тяжело, вот которая домашняя, которая бегала, ходила. Она жесткая. А вот, заводская, она мягенькая, хорошенькая. это потому что заводская они быстро выращивают Быстро с растут и не двигаются. Сидят там да, на одном месте. да. А эти домашние, они все равно по качеству лучше, если, например, месяца 4 только им. Но если старая курица, они, да, они жесткие. Вот. А вообще домашние курицы, они по вкусу очень сильно отличаются. Мне так они больше нравятся. Ну, вот кому нравится. Я тоже, наверное, если у меня есть, я жесткий и невкусный. Потом, домашний вид курицы, она, в принципе, бегает и ест, довольно-таки натуральный продукт как бы для себя там. Червячки ходит, подбирает, да, листочки, витамины. А этим что дадут, и то и едят они. Вот. То Ну, и понятно. вот. Такие вот дела. Но я Сегодня мы куплю магазинную все равно. потому что там все равно это самое, да, Потому что, ну, прове мягче есть. А проверено. чё я буду травиться? Я могу это сам траву поесть. И чё? Да. Сегодня, между прочим, сочельник. Да. Это сочельник, это в смысле, ночь перед Рождеством, получается так? То есть это завтра, 7 января в России, а, сегодня у нас 6 января. То есть сегодня народ празднует вот этот вот, и празднуют они все это. Чем празднуют? Знаешь, наши традиции? Не знаю, чем А, празднуют. ну, так это было, бросали, значит, эти, ам, гадания они вот эти вот происходят. Гадают, и валенки они бросают через ворота. Потом это я, наверное, вообще-то говорю, знаешь что, наши марийские эти вот традиции. Потом также заходили во хлев и старались поймать в темноте вот это вот, типа барашек. Если ты поймаешь там бе белую белого барашка поймаешь, значит, у тебя муж будет светлый. Если темную барашку поймаешь, значит, у тебя муж будет темный. А чё там барашки делали вообще в доме-то? Нет, не в доме, я сказала, заходишь во хлев, там, где во В хлев. хлеву? Да, в Иногда в хлев. доме я знаю, что домой пускали корову, Ну, это когда холодно было. очень, да, я такое тоже помню. У своих тети, очень был сильный мороз, и было даже очень страшно холодно, -38 почти, или же -42, даже до такого доходило в 70-е года. И тогда, я помню, я была маленькой, и корова стояла вот за печкой. Куда у меня Дима пропал? Не поняла. Так, Дима, куда ты у нас ушел?
Надеюсь, у него все нормально, все хорошо. Так, Дима, мы тебя ждем обратно. Пока Димы нет, о чем же мне можно с вами поговорить? Напишите, о чем вы хотите поговорить. Мы сейчас находимся в штате Орегон. Это не атлантическая сторона страны, это сторона Тихого океана. Вот так получилось, что сегодня шел дождь со снегом, и дорогу у нас закрыли, и нам вот пришлось встать. Так вот специально. Очень была такая пасмурная погода, но сейчас как бы выровнялась, и мы надеемся, что а, через некоторое время мы сможем продолжить наш путь. Так вот, куда у меня товарищ убежал? Дмитрий Анатольевич Криваксин. Так что, дорогие друзья, кто еще не подписался на Диму, пожалуйста, подпишитесь. Я оставлю в комментарии его ссылку на его канал. Сделайте такой добрый подарок Дмитрию Анатольевичу Криваксину своей подпиской на его канал. Подарок на его день рождения. Так. И еще, значит, пока Димы нет, расскажу еще о том, мы говорили в прошлый раз об образовании, вернее, об образовании. И если, например, я говорила о том, что я приехала сюда с маленькими детьми, и все-таки, когда так или иначе, все равно я была поддержка для своих детей, но я помню и знаю таких детей, и причем эти дети, дети моих друзей, они приехали сюда, в Америку, сами по себе. Сын у одной моей подруги приехал, по-моему, в 17-летнем возрасте или в 18-летнем возрасте, я теперь уже не знаю и не помню. Но он был тогда в high school. Потом я знаю остальных других, тоже такие в 17-18, после 20, по-моему, они прилетели сюда. В общем, кто в каком возрасте. И приехав сюда, они приехали сюда по разным визам. Некоторые приехали сюда по студенческим визам, некоторые приехали сюда. Ты куда ходил? Пропадал, я тебя потеряла. Все нормально? Я тебя не слышу. Я тебя не слышу, Дима. Can you hear me? Я тебя не слышу. Скажи хоть слово. Я тебя не слышу. Напиши. Я тебя не слышу. Картину вижу, и тебя вижу. Видела, как ты поменял все это. Но тебя не слышу. Can you hear him? Ну вот, я теперь одна вообще. Видишь, пишут, что тебя не могут слышать. Алло, алло, алло. Да, все, Вот, восстановилось. да, наконец-то. Тебя что, выгоняли, что ли, оттуда? Не, позвонили просто. Ну, скажи, что ты, если они хотят с тобой разговаривать, ты в прямом эфире. Да я сказал, быстро там всё. Я что начала говорить о том, что
если я сюда приехала с маленькими детьми, и так или иначе я была для них опорой, подмогой некоторой, да. Я знаю таких детей моих, друзей и подруг, знакомых, у которых, в общем, дети сами сюда приехали, без никого, то есть сами по себе. Где-то в возрасте, в 17-летнем возрасте, 18-летнем возрасте, и, по-моему, за 20 было некоторым. И так или они приехали сюда по разным визам, по рабочей визе, я знаю некоторых, и некоторые по студенческой. Некоторых по студенческой визе, я помню, они приехали. Так вот, знаешь, несмотря на все сложности, и они выучились, работали, и ты знаешь, они молодцы, тоже достигли довольно-таки хорошие успехи. То есть, несмотря на все сложности, они прошли вот все эти ступеньки, которые их вот приблизили Ну, понятно. Я к я к осу хотел это к осуществлению их мечты, их желаний. Вот. мгм. То есть некоторые, те, которые на самом деле вот знают, что Америка — это страна возможностей, они не отвлекаются на что-то, а, плохое. Они знают, что они хотят, они знают, как они хотят, и они, в общем, добиваются. Мгм. Я хотел сказать про садики, который поднимался в последнем видео, вопрос про садики. Я А, говорю, оно, может быть, кажется иногда, диковато, да, что это маленький садик. Вот, допустим, мы ходили в очень маленький садик. Да, г действительно, дети спали на полу. Это был здесь. самый да-да, это был самый дешевый садик, который мы могли найти. То есть он стоил где-то $800, а в среднем в месяц, а в среднем где-то они 1500 стоят, садики здесь, в месяц. Но я был удивлен, там, в общем, дети сидели, играли, значит, в комнате, и я подозвал, воспитателя. Говорю: "Подойдите, пожалуйста". Она говорит: "Извините, я не могу подойти, потому что мне нужно смотреть на детей". То есть вот этот вот дешевый садик, где люди действительно дети спят на полу, где их не кормят, они сами с собой приносят еду, Мгм. но у них очень большая ответственность перед родителями, потому что это бизнес, потому что, у них страховка, потому что у них репутация, и потому что они не могут себе позволить, допустим, чтобы ребенок ушибся или что-нибудь там без присмотра остался. То есть по мне так лучше вот пусть это будет платный садик за $800, но я буду точно уверен, что мой ребенок всегда под присмотром. Потому что, не знаю, может, в российский сад, но я очень много слышал историй, когда жил, что ребенок там упал, с качели, даже умирают дети. Мне З ты знаешь, тебе не только что вот надо вот слышать, я тебе сама могу рассказать. Дело в том, что когда я работала, да, вот у меня было в группе я была молодая, мне было сколько лет там? Наверное, лет 20. И я начала работать. Обычно в детские сады всегда же принимают в России с образованием, то есть образование должно быть именно вот дошкольного воспитания. Но меня взяли в середине года, потому что там вообще нужен был человек прям вот страшно. То есть, нехватка кадров было, и кто-то там ушел с работы, и им нужен был человек. Вот прям immediately, прям вот сейчас вот. И они взяли и меня ввиду того, что все-таки после музыкального училища все-таки это все равно музыкально-педагогическое образование мы получали, то есть все равно что-то там с педагогикой связано. Вот. Но опыта работы в детском саду у меня не было. И мне попалась, значит, группа, знаешь, 6-7 лет. У меня своих детей тогда не было, и я никогда не работала в школе. У меня, то есть, никакого педагогического опыта тогда не было. Но там было у нас 2 воспитателя, и была нянечка, которая нам помогала. И было, знаешь, 24 человека в группе. Представляешь, эти 6-7-летние, ребята, и тогда я 20-летняя была практически, с некоторыми этими семилетними чуть ли не в один рост.
потому что были такие, большие ребятки, знаешь, такие. Мгм. Вот, но были очень. И ты знаешь, 1 раз, это был большой комбинат, и один раз, моя, эм, вот эта вот нянечка, она была беременная, и она говорит: "Я, говорит, завтра у меня это самое, я должна идти к врачу, ты будешь завтра одна работать". И я такая же: "Господи, как я вообще одна буду справляться?" И вот ты вот то, что ты сказал, то, что вот ты сказал, что в американских это самое, они настолько вот высокая ответственность. И мне не я осталась одна с этими, сколько там человек было? Может быть, не вся группа была в сборе, 24 человека, а 20 человек, да. Мне пришлось и занятия проводить, э, как я могла, в общем, вот, и ходить вот за едой, оставив их одних, представляешь? Потом а, кормить их, да еще следить за тем, чтобы они там, знаешь, извини меня, 6-7-летние, чтобы они там, э, ничего не свернули. Вот. Глаз не выкололи, да? Да, потому что, извини меня, у них энергия прет у 6-7-летних. Вот. Но я их как бы, ребята, пожалуйста, поаккуратнее, там просила там. Всегда же есть в группе лидер какой-нибудь, который это самое всех строит. Я говорю: "Паша, пожалуйста, попроси всех собраться в группе, возьми книжку, читай им книжку. Займи, пожалуйста, всех. Помоги мне, пожалуйста, там. Ты делай это, ты". Ну, в общем, организовывала их. Но тем не менее, но у меня был случай и инцидент, потому что я, когда вот после того, как мы поели, я занималась, значит, мне, потому что заведующая не дала мне вот это вот помощника, и я была занята, ам, мойкой посуды, и это, в принципе, представляешь, это даже ведь не моя работа, вот, как воспитателя, да, вот. Я была занята мойкой посуды, и в это время, 2 тут бегали, и одна, в конце концов, знаешь, как бы ногу то ли вывихнула, то ли чё, в общем, она как бы подвихнула, и ходила в больницу, и спросили ее, где случилось в садике. А, "А где ваша была воспитательница?" Так она, говорит, посуду мыла. Понимаешь? То есть, все равно, а, довели до начальства, это как бы дошло это все до заведующей, и она, как она может меня наказать, потому что она сама мне не выделила человека, понимаешь, да? Она, да, она меня наказала тем, что, а, тогда, в эти года, 80-е, конец, наверное, 80-х, они, ам, платили 13-ю зарплату, то есть премиальные выписывали, в общем. То есть она меня, в общем-то, лишила этих премиальных. Хотя, в принципе, если бы я не мыла эту посуду, я была бы занята с этими детьми, конечно, этого бы не случилось. То есть вот пример разницы, понимаешь? То есть я не думаю, чтобы здесь, заведующая, отнеслась бы так бы вот, ай, да чё там, понимаешь? Все равно бы кого-нибудь бы нашли. Ну, я вот поэтому говорю, сторонник платного. Пусть все будет платно. Я понимаю, что, людям нужно помогать, малоимущим. Но я говорю, пусть лучше дадут денег на сад, чем, дадут бесплатный сад. Чтобы они могли выбрать, мне так кажется. Ну, конечно, потому что, понимаешь, когда у родителей есть возможность работать и зарабатывать, так они будут платить, за все услуги, в общем, учебные услуги любые за своих детей. Они будут способны это все за все это платить. Ежели там что-то там такое бесплатно, но это бесплатное, которое, в общем, стоит, извини меня, еще больших денег. Вот. В итоге, понимаешь, я, в общем-то, с тобой согласна.
э, говорят ведь, что бесплатно только Сыр сыр, в мышеловке. сыр Нет, в просто мышеловке. оно бесплатно. Любое государственное предприятие, которое не находится в конкурентной борьбе, им плевать вообще на все, что происходит. Они там на деньги, на прибыль, на эффективность. Они просто пожирают деньги. А там, где есть какое-то соперничество, там идет борьба за эффективность. То есть государственные М, предприятия всегда это раздолбаи, которые, ну, так, э, э, которые... За эффективность и за качество. Да, да, да. Качество образования, качество сервиса, качество во всем. Вот я и говорю, что поэтому все, что государственное, все, что бесплатное, все, как правило, разгильдяйство одно такое. К сожалению. А так, в принципе, знаешь, не должно быть. Это Ну тоже вот, в государственных организациях тоже, знаешь, должны быть порядки, за которым должны следить вот именно вот те, которые. ну, понятно, у нас, в Америке хорошо, что есть, конкуренция между штатами. То есть, они тоже стараются делать свое дело хорошо, потому Мгм. что человек может волен взять и сменить штат. Мне если не надоест Калифорния, я поеду в Техас. Надоест Техас, я поеду во Флориду. То есть люди заинтересованы. А у нас, в России с пропиской ты, просто так вот не уедешь никуда, потому что ты прописку там не получишь. Да и уехать из одного штата в другой штат — это тоже не проблема, понимаешь? Потому что Вот ты, я и про если это и получи говорю. да, это если ты получил работу, то ты очень легко найдешь и дом, и садик, и школу, и вообще ты устроишь свою жизнь очень легко и быстро. Месяц пройдет, и ты уже забыл о том, что ты там где-то жил. Вот. Ну так А том-то и а дело, что да. Да, а там да, это, понимаешь, все вот, п приходишь вот к тому выводу, что упирается все это в деньги, то есть экономическое состояние, оно, неспособность людей платить — это все очень сильно сказывается на всем в итоге. Это вот когда говорят, типа: "Мне Советский Союз очень нравился, потому что мне бесплатно квартиру дали, мне бесплатно путевку дали, мне бесплатно то". Я говорю: "Ребята, он поэтому и развалился, потому что тебе, бездельнику, дали все бесплатно". Ну, что-то было там хорошее, что-то было, Понятно. да. Я, например, родилась при Советском Союзе, мне что-то вот нравится, а что-то не нравится. Мне, например, вот, я, например, тоже за то, чтобы, знаешь, человек по своим способностям зарабатывал. Вот, Вот да. а не так, потому что у тебя там кум работает, ты там позвонил, и по блату, по знакомству ты туда устроился. Вот. Я считаю, что здесь вот именно вот в Америке больше, вообще возможностей, если ты умный, если ты работоспособный, если ты, не ленишься, если ты знаешь, как себя вести, ты очень коммуникабельный, тебе не нужно никаких там, извини меня, вот, как сказала про этих ребят, они приехали сюда без родителей, без пап, мам, бабушек и дедушек, и они были способны устроиться. То есть выучиться и найти себе работу. Я, например, да, тоже сколько раз пыталась своим девчонкам помочь найти работу, я была неспособна. Они лучше меня обходились, то есть находили работу а, лучше меня. А потом я уже даже плюнула, я говорю: Ну все, девочки, я умываю, говорю, руки, я даже, говорю, не буду вам больше ничего стараться помогать, потому что как бы стараясь помочь, я наоборот делала хуже. Вот. Поэтому да, в этом, в принципе, в нормальном, вообще цивилизованном обществе они вот именно, а, должны следить за ум, за качество, работоспособность человека Да. и все Каждому остальные. по способностям, каждому по потребностям. Да, потому что не так, как это самое,
Потому что в итоге это все разваливается. Потому что если человеку, если, с малых лет вот это вот все готовое давать, да, ребенок, он не научится ничему. Да, То есть поэтому если его не учить, если его не, ему не подсказывать, то есть, будет он только делать, не научится он думать, не научится он работать. В итоге он и, когда вырастет, он будет такой неспособный жить, неспособный работать, неспособный строить отношения, неспособный на очень многое вообще. Вот. это как Поэтому дети в детдоме говорят: Не надо им ничего покупать". Настолько они завалены подарками, что они выходят в жизнь, и у них настрой такой умственный, что им все будут давать бесплатно. Они выходят в жизнь, и оказывается, что они ничего не умеют. Только дай, и дай, и дай, и все. То есть детям нужно, детей, беспризорных нужно учить жить в жизни взрослой, а этого не делают. Им дают только бесплатно все, ну вот, квартиры в том числе. ну да. А я, кстати говоря, по этому поводу даже не знаю, как вот в американских, как они здесь решают эту проблему. Я, например, здесь не знаю, что Ну, они во-первых, делают. детских домов нету практически, да, в Америке, потому что стараются найти семью для ребенка. А, наверно, ты знаешь, слушай, я и не задумывалась никогда об этом. Надо будет мне поискать по этому поводу и, может быть, и в следующий раз и поговорить еще поглубже об этом. Is it any Нет, их orphanage houses here? Really? Хм. Он говорит, есть тут orphanage houses? нет, и они есть, но их не так много. То есть они максимально стараются сразу детей отдать в семьи какие-то. Но я знаю несколько семей, которые они в очень маленьком возрасте, таких маленьких, там, месячного, двухмесячного уже забрали себе в семью. Мгм. И здесь м, тоже как бы нет, им все равно, понимаешь? А, really? Over here? And how many? Вот где мы сейчас сидим, он говорит, это 20, говорит, этих домов, детских домов, говорит, нашел, говорит, Мгм. вокруг. Вот. Ну, я Хм. говорю, это скорее центры как бы временного размещения. Я говорю, максимально стараются детей отдавать сразу в семьи. То есть это такая политика. Надо, да, изучить вопрос и снять видео, интересно будет. Да, как вообще, откуда идет финансирование, чему их там учат, чем они там занимаются и какие у них там воспитатели. И какие квартиры дают. Ой, я не думаю, что квартиры им тут дают. Тут вообще, я что то мало слышу, чтобы вообще, чтобы в Америке, знаешь, хотя жилье строят, есть такие, знаешь, такие телевизионные программы, когда многодетным семьям, по-моему. Так, кто-нибудь, если нас слушает из Америки, напишите, как это называется, программа. Помню я, они приезжали к семьям, у которых много детей и достаточно не очень, хорошая жизненная ситуация у них, и они вот, строили такие дома, по-моему, там за какие-то недели, короткие сроки, и дарили дома вот таким вот семьям, большим Ну, ну, семьям. ну, это шоу, да, телевизионное шоу или как? По-моему, да, это телевизионное шоу. Это, Мгм. может быть, лет 10 тому назад, и мы были такие очень, нам это нравилось, и мы это смотрели, и, сейчас я уже забыла об этом. Ну, что могу сказать? Ты знаешь, вообще лучше учить детей,
с детства научить их работать, научить их думать, научить их размышлять, научить их вообще быть, научить их независимости. Почему? Потому что в итоге, если они в свои 7 лет узнают о том, что, в принципе, Дедушка Мороз нету Дедушки Мороза, и подарок от Дедушки Мороза это, в принципе, от родителей, то есть они поймут, что детских лет они уже будут понимать, что ничего готового никто не принесет, и нужно готовиться ко взрослой жизни, и нужно учиться стараться, нужно учиться работать, и что в итоге это вот все поможет им в последующей взрослой жизни. Это на самом деле, это я, как вот нас мои родители учили, и я то же самое со своими детьми, то же самое продемонстрировала. Что мои дети даже были обижены на то, что я им испортила сказку о том, что нету Дедушки Мороза. Вот. Я Ну, говорю, а чтобы нету. пораньше, да, начали двигаться, да? Ну да, говорит, мне сегодня Дедушка Мороз дал подарок лучше всех. Я говорю, это потому что мама больше всех деньги заплатила. Говорит, да ну, говорит, тебя там не было. Я говорю, ну да, меня там не было, но я раньше все сделала. В сумку Дедушки Мороза раньше бросила. Вот. Так что мы уже, в принципе, об этом уже говорили в предыдущих. Поэтому, ну и не только детей, понимаешь? Потому что во взрослом вот состоянии тоже потом люди привыкают настолько вот это вот готовому, что не желают не работать и двигаться, и делать что-то. Вот. Как-то идти вперед. Да, я тоже так думаю. Тяжелые времена рождают сильных людей. Ты имеешь Хорошие. в виду сегодняшние наши тяжелые времена? Нет, я вообще говорю, что Вообще? не должно быть так прям сладко все. То есть должны быть преграды, которые нужно преодолевать. Нужно это. Да, я как раньше говорила, и в своем одном из видео говорила, что эмиграция это не для всех, потому что когда ты эмигрируешь, когда ты меняешь свою жизнь, как бы переезжаешь куда-то в новую страну, ты работаешь над самим собой, потому что у тебя очень много сильных преград. Тебе нужно учить язык, а язык это самое основное. Если ты не будешь знать язык, то ты будешь очень сильно отставать, потому что без языка ты вообще как неудел. Ты никуда не можешь пойти, ни с кем разговаривать, никуда не устроишься на работу. А со знанием языка у тебя есть возможность лучше жить. Вот. Так что, Горизонты расширяются сознанием естественно, языка. То есть, а да, без языка есть очень узкие. Есть люди, которые без языка здесь живут, как бы работают. они, между прочим, некоторые живут всю жизнь вот так вот. Да, да, да. Те же районы ваши, вот в Лос-Анджелесе какой русскоговорящий район? Глендейл ваш? Ну, Глендейл наш, там армяне живут. Ну, русские армяне тоже живут. Я говорю, я встречал человека, говорит, да я тут 20 лет живу, я по-английски не очень. Потому что в Глендейле, допустим, не надо знать английского. Можно знать армянский или русский. Достаточно. Армянский больше. Ну и, например, Майами, Санни-Алес, это район такой, где тоже все русскоговорящие живут. Потом в Нью-Йорке какой русскоговорящий? Бруклин? Вот. Нет, этот, как его? Бруклин, Как он называется? Ман- Бич-то какой там бич не знаю. Мне кажется, это Бруклин. в Вот видишь, Нью-Йорке? я ни разу там не была, я не знаю. Вот. Да что-то из головы вылетело. Как он называется, этот район-то? Ну, что хочу? Брайтон-Бич. 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 Да. Ни разу не была. Веришь или нет?
поэтому Верю, ниче я тоже не был. и поэтому я не могу сказать, что там, как там. Но мне тоже рассказывали, что идешь как бы, и все это на русском языке. Такое чувство, что ты, в общем-то, где-то в каком-то в русском городе идешь. Ну, у нас вот тоже есть где райончики, где можно вывеску там целую на русском языке найти, аптека, там объявление какое-то на русском языке. Но я Такое. тебе что хочу сказать, это не только на русском языке, есть такие комьюнити, как, например, только Ну, чисто на китайском. на Конечно. китайском, либо только на итальянском, либо только на французском, либо только это самое. Но тем не менее, желающие вот именно как бы, жить нормально, жить хорошо, они все равно, эти люди учат, английский язык, чтобы быть Понятно. свободным в общении со всеми с другими людьми. Потому что как бы, именно вот английский язык, это вот как вот средство общения. Ну, понятно, что язык, образование, пятое, десятое. Все Да. это секреты успеха. Ты как без ног жить, тоже ты ограничен немножко. Не побегаешь, не побрыгаешь, далеко не Е убежишь. Еп. Вот. Так что, да и говоря вообще о детях, именно вот что, говорит, посеешь, то и пожнешь. Именно вот они в детском своем возрасте, они, как вот губка, знаешь, у меня оказалась губка прям под рукой. Они как губка губка впитывают все это, и научить их можно очень много. Сейчас, кстати, в интернете очень много видно, смотришь на детей, они такие маленькие, год, там 2, они уже читают, они уже играют на фортепиано. Думаю: "Господи". Я Это к как бы мне немножко становится их жаль. Думаю: "Зачем вы?" насилуете ребенка, да? Да, 3 годика, ну, потому что, знаешь, как говорят ведь, они впитывают быстрее. Они как бы вот видят, слышат и уже схватывают все. И быстрее можно их научить. Вот. Да, и Но как вот у меня, дочка вот у меня говорит: вот у моей подруги папа лучше, он денег ей дает. Я говорю: "Вот, посмотрим, я деньги даю детям только за проделанную работу, то есть за какую-то убранную посуду, там, помытую, почистые полы, вот только за это". Я говорю: кто из нас лучше, время покажет. Кто просто так дает деньги, а кто даже за дело. ты знаешь, я даже своим детям даже из-за этого не давала. Почему? Потому что я считаю, что, в принципе, в семье они должны научиться и убираться, и это у них тоже с детства должно войти в обязанность помогать взрослым. Здесь, понимаешь, ты же, ты ходишь на работу и зарабатываешь эти деньги не только как бы тратишь для себя, ты как бы это все идет в семью, в копилку, это всем. Вот. Но, Household, да. да, поощрение, оно, в принципе, должно быть. Я, например, когда с бывшим мужем жила, он, поощрял моих девчонок за каждую пятерку, полученную, в семестре. То есть, Мгм. если у старшей там было, а, сколько там, 6 предметов, 6 по 5, это она получала как бы, $30 по окончании семестра. Вот. Из этих 30 я потом отбирала у нее 24 на то, что она там, книжки в библиотеку вовремя не сдала, например, да, и мне пришлось заплатить. Я говорю: "Ну все, давай мне теперь эти деньги, знаешь, потому что ты не сдала их вовремя, и они взяли с меня эти деньги, как бы". Я их, в общем, таким образом била, долларом, рублем, как говорится, что это их учило в дальнейшем не забывать и возвращать книги вовремя, чтобы потом вот так вот не было.
Я Вот. хочу часть коммунальных платежей, чтобы они закрывали, чтобы, когда они свет забывают выключать, чтобы помнили, что деньги Это спишут. это тоже у меня было, потому что у меня, опять же, я говорю, что старшая начала работать, и практически она помогала мне, потому что на мои деньги и на мою одну зарплату было просто, маловато, не хватало, и она мне помогала вот именно, она зарабатывала вот именно на наши коммунальные услуги, на электричество. И она воспитывала свою младшую сестру, а, говорит: "Иди выключи свет. Ты, говорит, только что вот, говорит, была в комнате, говорит, и ты не выключила, иди сейчас же, вот, иди выключи". Вот. То есть она была ей второй мамой, воспитывала ее. Правильно. Говорит: "Ты, говорит, вот сама, говорит, не работаешь и не платишь, типа того, что ты не знаешь, что это такое". Учила свою младшую сестру. Правильно. По Старшим поэтому должны. поэтому ты знаешь что? А, это плохо, что они сейчас вот, когда они маленькие, они не понимают о том, что, мол, тот родитель, который деньги дает, тот хороший родитель. Нет, это все выльется в итоге в их последующей во взрослой жизни. Они поймут, кто же был на самом деле хорошим родителем. Хорошим родителем тот, который все давал и не научил их работать и думать, или же тот, который вот именно научил их работать, научил их думать, научить их, ну, просто научил, чего там крутишь, вот, научил их, как говорится, это, независимости. Я, например, вот очень счастлива, что научилась водить машину, научилась здесь плавать, научилась, может быть, если мой английский не такой уж совсем, прям скажем, перфект на 100%, но все равно мой английский на уровне того, что я была способна работать в штате Флорида или же в штате Флорида, штата Флорида, работать и зарабатывать, и жить, и чувствовать себя вот это, ну, как нормальный вот американец, как все. Не То есть, хуже. Не хуже, да. да, я помню, когда я первую машину купила и поехала, и мы ехали утром, и мне дочка говорит: "Мама, какая ты молодец". Я говорю: "В смысле молодец? Я еду за рулем". "Несколько лет, говорит, тому назад ты, говорит, пешком шла по Йошкар-Оле, говорит, а теперь, говорит, вот в Америке ты уже работаешь, ты уже купила машину, ты сама едешь. Вот смотри, говорит, вон на остановке, говорит, тетенька стоит и ждет автобус, а ты, говорит, не ждешь автобус, ты, говорит, сама едешь, и типа того, что еще нас, говорит, везешь". Я говорю: "Какая ты молодец". То есть смогла, говорю, увидеть вот это вот все и поразмышлять, и для себя, решить, что я там смогла сделать. Конечно, у них есть возможность еще больше даже, чем у меня. Я приехала сюда, и мне как-то, ну, наверное, могла что-то там для себя, какую-то карьеру выбрать и продвинуться там в музыке, или же в кино, или же еще где-то в чем-то там, или же мне, например, нравится очень фэшн-дизайн, но мне и не до этого было. Они были моей ответственностью. Я старалась для того, чтобы они учились, они работали, они учились вообще в жизни, чтобы они продвигались по жизни вперед. Точно так же ведь мои родители, они все делали возможное для того, чтобы мы, их дети, жили лучше. Вот. И то же самое и я сделала все возможное для того, чтобы мои дети жили лучше. Поэтому, Дети должны быть лучше родителей. Да, ну лучше. да,
С каждым поколением все лучше и лучше и лучше. Но лучше имеется в виду не только вот, качество жизни, я имеется в виду. Я хочу, чтобы они также, учась чему-то, каким-то, овладевая новыми знаниями, новыми умениями. Я точно знаю, например, что они лучше меня знают компьютер, они лучше меня знают, программы, они лучше знают меня, итальянский и, английский язык, и также испанский язык. То есть они лучше меня, возможно, водят машину. То есть, но я еще хочу, чтобы у них и вот это вот, внутренние качества, они также у них было. То Лучше, есть, да, конечно. да, гоняясь как бы за материальным, они не забывали о человеческих качествах, о порядочности, о честности, о справедливости, о верности, о преданности. Вообще, что хорошо, что плохо. Не просто так вот ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, поговорили и разошлись и ушли, как говорится, а были они порядочными людьми, были они, чтобы добрыми людьми, но опять же, тут, знаешь, я говорю, знаешь, иногда, некоторые люди очень любят злоупотреблять людьми, вот, но так, чтобы они тоже могли видеть людей, кто есть кто, как говорится, а не так, давать возможность всем подряд как бы, вытирать, об тебя, как говорится, ноги, вот. Потому что бывает такое, знаешь, ты бываешь добр, и люди этого не понимают, к сожалению, вот. Ты бываешь порядочным, и люди это тоже. Все мы друг друга воспитываем. Дети, родители, сестры и братья друг друга, все в копилочку. Так и есть. Привет, Ирин. Я ее знаю. Меня дочка позавчера папа, ты неправильно написал на английском слово. Мгм. Я ее заставлял недавно учил читать, а теперь она меня поправляет. Ну Старшая да, поправляет как говорить правильно. у них английский, они же учат, в школу ходят, это каждый день они учат. Они, ам, да и быстрее они все схватывают. Д Ну, понятно, что я У бы, может, меня тоже столько бы схватывал, если бы по 10 часов в день английским занимался. Мы-то же да, столько не занимаемся. Мы думаем на русском, дома говорим на русском, а они все на английском. Так да. что У тут меня даже что-то, у младшей даже акцента нет. ну вот, тем Она более. она вообще говорит чисто на английском, чисто на американском английском. Вот. Никто не заподозрит там, да, ничего. Нисколько даже, нисколько. А старшая у меня, наоборот, она говорит, это очень звучит секси. Мгм. А она говорит, а мне кажется, говорит, что американцы, говорит, любят такие, говорит, которые говорят, говорит, по-английски немножко с таким, говорит, с легким таким акцентом, шармом. Ну да, Вот. необычно. Ну да, вот. Кому как. По-разному есть. Люди есть, но основные американцы, они, это, а, всегда говорят, что ты очень хорошо говоришь по-английски. Я говорю, блин, Они врут. врете ведь, Они врете. очень вежливые, да. Очень вежливые, но настолько вежливые, так не хотят вот. Ну, я говорю, наши бы давно сказали, да ты вообще говорить не умеешь. Что вот. Очень вежливые. Они так боятся вот тебя вот как-то вот это самое унизит, как-то принизит. Они наоборот вот говорят: "Ты так здорово это делаешь! У, типа вообще молодец какая ты". Вот. Ну, Как-то лишнего иногда лишнего. вот настроение как бы стараются приподнять. Но я, например, первый раз, когда был такой праздник какой-то, и мы ходили в парк, и там дети танцевали. Я говорю: "Чё там они делают на сцене?" Я так и не поняла. Это был не танец, а это там что-то такое, знаешь, все это хаотичное. Вот. Они, говорят, танцуют. Это я говорю: "Я не вижу, говорю, тут танцевальное движение как-то
А потом и все родители говорили тоже, говорят: "О, как вы хорошо танцевали". Думаю, вот зачем вот они вот врут? Да. Да, то есть вот всегда должна быть вот эта вот все-таки грань, понимаешь? Одно дело, ты не хочешь вот говорить правду, чтобы не испортить отношения с человеком. Другое дело, когда я считаю, что все равно нужно находить вот это вот, даже правду можно говорить очень тактично, очень так. А, говорит: "Или потом дети помогут мне". Так они мне, да, уж помогают. Учиться надо постоянно. Это точно. Век живи, век учись, говорит, дураком помрешь. Вот. То есть я считаю, что все равно вот эту вот правду нужно говорить, но очень в уважительном тоне. А, находить Ты вот ты находить, молодец, но можно и получше было, да? ну, типа этого, да. Вот. Тактично, как бы не подавляя вот в ребенке, в человеке, а, очень крепко вот это М. желание на будущее, понимаешь? Вот это вот помочь Типа ты так, бездарность ты, да, типа такого, да? но Лучше у бы нас, тебе. слушай, но у нас это умеют очень хорошо делать, знаешь. Если наших вот своих вот послушать, да, они ведь тебе так настроение испортят, что ты потом на самом деле о себе будешь думать, что ты вообще ничему не годна. А это не так. Это у каждого человека есть какие-то вот отростки, возможности для развития. Только у одного как-то нужно развивать этого человека э, дольше, чем у другого там покороче там время нужно. Да, понятно. Понимаешь, да, смысл, о чем я говорю? Вот. Конечно, конечно, То конечно. есть культура вот эта вот, она всегда должна присутствовать. ам, То есть находить слова поддержки, по-доброму как-то вот, Ну, не унижать как бы этим самым. Вот да, я за не, это. не, Как у не, нас любят эти делать, да? ни в коем случае, даже ни в коем случае. Кстати, насчет этого, но я, например, когда росла, мои родители уже, можно сказать, они как бы профессорами воспитания были. Почему? Потому что я, когда родилась, у них уже дети все почти выросли, и старший брат уже учился в университете там на втором или на третьем курсе. Ему было уже 21. То есть, а еще они уже в школе уже отработали 20 с лишним лет, когда я родилась. И они поэтому очень многое знали в плане воспитания и обучения детей. И я как бы вот на самом деле росла, как бы получая от них все. И хорошее образование, вот это вот именно elementary school, начальной школы, и не только, и домашнее воспитание. Они на самом деле вот, учили, всему нужному. Вот они, кстати говоря, мне мама никогда не давала эти, деньги только для того, что я посуду там помыла. Она считала, что это моя обязанность помогать старшим. И так же самое я, в принципе, делала, со своими детьми. То есть, их обязанность помогать мне. Вот. То есть это в семье должно быть так, потому что, уважение друг к другу, любовь друг к другу, помощь друг другу — это должно вот именно вот в семье вот это вот все с малых лет вот. Любить друг друга, уважать друг друга, ценить друг друга, потому что кто еще, будет, если не семья, если не родители? Но вместе с любовью это должна быть, конечно, дисциплина. Я до сих пор помню, как, мама меня, крапивой, э, за то, что я без разрешения, без спроса убежала играть. И, в общем, они меня потеряли, не знали, где я нахожусь. И когда они меня нашли, в общем, мне досталось.
Вот. Потом я, Да. правда, но потом, когда я стала взрослее и когда стала мамой, я тоже поняла, что я вообще сейчас считаю, что оно любовь и дисциплина, строгость — это они должны быть все вместе, потому что по-другому, нельзя. И, кстати говоря, да, кто меня сейчас вот слышит и видит, я в своем предыдущем видео. Дима, ты что там застыл? Hello. Я двигаюсь, а чё ты, Дима, застыл? Что-то там у тебя опять с этим. He's not moving. Something's happening. You might have a bad connection. Hello. В общем, дорогие друзья, что хочу сказать. Я в последнем своем видео говорила о рождении детей. Ну вот, Дима опять пропал у I меня. had to restart. Probably. О рождении детей и сравнивала, сколько нужно на рождение детей, на воспитание детей, на все эти дела в Америке и что у меня было там в России. Это все говорила о сравнении. И в конце видео я говорила о семье из Татарстана. Семья, значит, вернулся. Что опять случилось? У меня телефон перегрелся, говорит, убери А, солнце. понятно. Вот, как в прошлый раз у меня получилось. Я говорю о том, что о моем видео, вот из последних видео, которое вот только что вот вышло в пятницу, о том, что я там сравниваю то, что было у меня, значит, в России с рождением ребенка, сколько нужно на рождение ребенка и на все эти дела в России и здесь в Америке, что $2000 во Флориде на рождение ребенка со страховкой и свыше 20 тысяч без страховки. Это все в долларах. Вот. Мгм. И в конце видео, если ты смотрел мое видео, а ты смотрел это видео, я говорю о семье Скулкиных, это которые из Татарстана, из Зеленодольского района. Вот. Ам, Что хочу сказать сейчас. Народ, если вам не трудно, и кто видит, и кто слышит, сходите, пожалуйста, прогуляйтесь на мой канал, именно вот на это видео, и в разделе в комментарии есть у меня, значит, это я прикрепила видео про семью Скулкиных, и там есть телефонный номер. Это, в принципе, знаете, только те, которые живут в России, могут это сделать. Телефонный номер у отца. Алексей его зовут ведь, да, Скулкин? Да, да. Да. В общем, по этому номеру можно послать им денежек. Дело в том, что эта семья Скулкиных решила родить второго ребенка, и когда супруга забеременела, они узнали о том, что супруга в себе носит не одного и не двоих, а целых троих. И, в общем, она родила вместо одного тройняшек. Вот. И, естественно, проблема, когда одного ребенка рожаешь, тут нужно очень многое в жизни. И время, и деньги. А когда уже трое детей, тут все как бы запросы утраиваются, потому что и поэтому и деньги нужны 3 раза больше, и время нужно, и, в общем, им нужна помощь. Поэтому, дорогие мои хорошие, если есть у вас возможность, не пожалейте скинуть по этому номеру телефона, помочь им. Вот. Я могу только сделать это, знаешь, через тебя. Буду тебя просить, скажи: "Дима, пошли с Скулкиным".
Потому что у меня вообще никакой связи нет. Никаких карточек, вообще ничего. У меня есть. Раньше можно было переводить, сейчас ничего не переводится. Ну вот, я же говорю, есть желание помочь, но ты понимаешь, и опять же, я как бы вот, я зависимая в этом вопросе, то есть я не могу ничего этого сделать. То есть я должна кого-то просить для того, чтобы вот помочь этим людям. Вот. И поэтому поэтому и говорила, что вот без все-таки, да, хорошо бы было бы, да, вот они, если он бы был, конечно, миллионером, у него бы не было бы проблем, но они не миллионеры, понимаешь? Вот. Деньги, конечно, они решают очень многое. Ну, не всегда, конечно, на деньги не купишь много что, как здоровье, любовь и настоящую дружбу. Окей, Дмитрий Анатольевич, 1 час и 20 минут мы с тобой уже, пока мы с тобой разговариваем, ты уже 2 раза или 3 раза отлучался. Вот. Я благодарю всех, кто сегодня принимал участие. А, что там, вот, и кто принимал участие вместе со мной в этом прямом эфире. Кугу Тао Чалалан, Ке Таче Меденем Парлялин, Тида Виаши Фирште. Завтра Рождество Христово. Всех поздравляю с праздником. Искренне желаю доброго здоровья и счастья. И для некоторых людей 2023 был очень тяжелым. Поэтому, как говорится, помню, одна из моих родственниц, ее теперь нет в живых. Она как-то говорила, что, говорит, быть бы живу, не до жиру. Вот, как говорится, дай-то Бог здоровья и сохранить все то, что у нас есть на сегодняшний день. Вот. Поэтому, сколько там. Это что мне? Я сердечко-то вижу, а другой-то эмотикон-то это какой? Что это означает? Просто улыбка. Да? Спасибо большое. Я не знаю, кто там мне столько улыбок и сердечек шлет, но я очень ценю. Thank you very much. Кугутау. Вот, поэтому я желаю всем, кто смотрел и кто будет смотреть вот этот вот наш прямой эфир, прежде всего доброго здоровья и душевного спокойствия, и счастья, и радости. И у тебя сегодня день рождения, еще раз повторяюсь. Пусть Господь Бог слышит и помогает тебе также в твоей жизни, во всех твоих, и все твои мечты, желания исполняются. Вот Спасибо. супруги Надежде Кугу салам, как говорится. Вот. Большой привет от меня, от нас всех. И Челамари Калаклан, шокшин Кугу саламам колтем, поранилаза, тажализа, ваш иратаза, пагалаза, аклаза, чаманаза, полшаза. Как говорится, живите с Богом, чтобы все у вас было хорошо. Заканчиваем, да? Все? Да. Вот. Спасибо большое всем. Thank you very Всем much. пока. Да. Всего хорошего. Пока-пока. Так, До следующего раза. до следующего раза.